Визит в Канаду был сфокусирован на две основные темы. Это поставка вооружений. Второе – это agri-food security. По поставке вооружений Канада уже предоставила нам финансовую помощь. Также Канада помогла нам гуманитарно и выделила $500 миллиарда на следующий бюджетный год. По вопросам гуманитарной политики их фокус был разблокирование портов, потому что украинское зерно не поступает на африканские и азиатские рынки. Мы высказали, что мы вели переговоры с ООН, Украина дала свои предложения ООН. ООН, в свою очередь, должны были обсудить этот вопрос с Российской Федерацией через привлечение Турецкой Республики. На каком этапе переговоры не могу сказать, но в ближайшее время должны получить ответ от ООН. Канада, в первую очередь, такой гуманитарный чемпион, она фокусируется, это известный факт, то, что она фокусируется всегда на гуманитарные вопросы или гуманитарные миссии. Соответственно, они также большой производитель зерновых в мире, и для них очень важно слышать позицию Украины, каким образом Украина решает этот продовольственный кризис, так как Канада сама вовлечена во многие миссии по миру в продовольственных вопросах. Мы высказали нашим канадским коллегам о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, высказали положение политических заключенных, поблагодарили парламент Канады за принятую резолюцию о признании депортации геноцидом крымско-татарского народа. Соответственно, эти вопросы были активно обсуждены, и, надеюсь, будем продолжать информировать их о происходящем во временно оккупированном Крыму.